Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники», и здесь, вы знаете, мы ведем дискуссии по вопросам, которые важны для обсуждения в нашем обществе. Когда мы говорим о гражданских активистах, редко, наверное, представляем себе сотрудницу библиотеки, правда? Вот зря. Сегодня у нас в гостях гражданская активистка, библиотекарь, которая делает свою работу не только среди книжных полок, но и в реальной жизни сообщества. Будем говорить о том, как библиотека стала местом силы, почему активизм – это не обязательно митинги, и что может сделать один человек, если ему не все равно. Поговорим о том, как совмещать профессию и активную гражданскую позицию, с какими вызовами сталкиваются женщины-активистки и почему даже небольшие инициативы могут менять жизнь вокруг нас. Друзья, но прежде чем мы начнем, предлагаем вам подписаться на наш канал Gagos Media в YouTube. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Они действительно помогают нам продвигать наш проект. Мы вам за это благодарны. Через несколько секунд начнем, поэтому оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии директор районной публичной библиотеки города Тараклия Надежда Танова. Надежда Танова, директор районной публичной библиотеки города Тараклия. Специалист высшей категории. Более 35 лет работает в библиотечной сфере. Из них 25 лет возглавляет библиотеку. Редактор газеты «Библиотека сегодня». Автор научных и методических работ по библиотечному делу. Активный лидер сообщества. Занимается общественной и проектной деятельностью. Руководитель 7 реализованных проектов и координатор 5. Автор и ведущий интеллектуального клуба «Эрудиты». С 2023 года возглавляет общественную организацию женщин и молодежи «Надин энд Лак» на платформе «Фемеили Молдовии». Автор поэтического сборника «Рифмы жизни», член Евроазиатской творческой гильдии. Имеет 2 высших образования – библиотечное и юридическое, магистр права. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Вы знаете, мы очень давно с Леной Федоровной думали над тем, что мы хотим говорить об гражданском активизме, потому что считаем, что это очень важно для нашего молдавского, гагузского, да просто для любой страны важно иметь гражданских активистов, потому что особенно сегодня, в такой жизни Молдовы, которая есть, если пассивность гражданского общества высока, то тогда власть делает то, что хочет. Поэтому гражданские активисты, которые еще и приносят пользу людям, потому что своими усилиями пытаются что-то делать, мы очень рассчитываем на вашу открытость по этим вопросам в том числе. Потому что мы поняли, что вы открыто хотите и готовы говорить о профессии, это понятно, это кредо вашей жизни, но мы будем говорить и об активизме. Для нас это важно, для общества важно. Но предлагаю начать именно с вашей профессии. Как-то вы сказали о том, что вы библиотекарь до кончика пальцев, да? Это ваше выражение, ваше высказывание. И проработали вы в сфере, как мы узнали из вашей биографии, в сфере библиотечного дела 35 лет. Мы живем в мире, который очень быстро меняется. Наверное, меняется что-то и в вашей профессии. Она сегодня не такая, как была 35 лет назад. Что изменилось и в вашей работе вот сегодня, век цифровых технологий? Да, вопрос очень глобальный. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот хочу начать с того, что очень люблю свою работу и профессию. Наверное, все должны так любить. Вот я чуть раньше, 5 лет назад, скажем, и в протяжении вот всей своей жизни на работу шла как на праздник. Вот искренне вам говорю, последние года немножко так в силу разных обстоятельств, стрессовых и всяких, поменялось, но с удовольствием все равно хожу на работу. На самом деле очень многогранная профессия, несмотря на то, что большое количество людей до сих пор ошибочно представляют, что это вот тихий уголок, что там библиотека, что они там делают. Книжки читают. Неужели книжки читают? Еще как зададут этот вопрос, крайне нам неприятный вопрос, потому что на самом деле, вот вы правильно задали вопрос, библиотека уже не так, как было раньше, что мы только учреждение культуры, которое признано выдавать книги и делать мероприятия какие-то культурные, просветительские и так далее.
Буквально с 2000 года и вот по сегодняшний день шаг за шагом библиотека менялась, она модернизировалась. Вы, наверное, заметили, если вы заходили в библиотеки даже в Чедурунге или в Камрате, они компьютеризированы благодаря программе «Новотека». Тоже, кстати, проект был глобальный в Молдове. И, конечно, самый главный акцент был на протяжении 20 лет – это введение инноваций в работе библиотек, в том числе какие-то клубы по интересам создавать, в том числе цифровизация книг. Мы оцифровываем книги. Сейчас век электронных, мы используем в работе очень много таких современных штучек. Конечно, для того, чтобы у нас был лично каталог вот, электронный наш, вот, допустим, нашей библиотеки или вот какой-то вот камрадской тоже не имеет, нужны очень большие средства для этой программы. Чтобы сформировать. Да. И нужен программист, который постоянно будет работать и вносить. Но у нас есть в Молдове очень серьезная программа, вот рекомендую и вам, она называется СИБИМОЛ, система интегрированных, вот единый каталог Молдовы, где вот в любом месте, вот вы находитесь сегодня вот здесь, или может зайти вот в этот каталог, посмотреть, вот мне нужна эта книга, в какой библиотеке Молдовы она есть, ближайшая. И вот этот каталог он выдает. То есть не сама книга, да, а информация, да, о том, информация о том, где. Потому что мы библиотеке. заносим наши фонды в этот единый каталог. Вы знаете, Этим занимаемся мы уже последние 7 лет, и наша районная библиотека, одна из немногих библиотек Юга Молдовы, уже завершила. Мы в этом плане впереди, да? Вы знаете, Софья, я хотела сказать вам, что я вас, наверное, понимаю как никто другой. Сейчас все то, что вы говорите о библиотеке. Я библиотекарем не работала никогда, но диплом библиотекаря-библиографа у меня есть. Да вы что? Среди других моих дипломов есть и такой диплом. Да, даже я об этом впервые узнаю. Да, я подумала, что то есть я сижу между двумя библиотекарями, в принципе, по профессии. Да, такой диплом у меня тоже есть. Я вас очень хорошо понимаю. Моя надежда большая и мечта моей жизни, чтобы когда-то наступят времена, я уверена, я оптимист по жизни очень большой, что ценность этой профессии, она будет соответствовать ее требованиям, очень много требований, очень много чего мы делаем внутри рутинной работы, и в том числе и с каталогами, и с фондом, и с исследованиями, и с социальными, и библиографическими. То есть, если вам все пересказать, очень большие требования, много чего делаем, но это не видна работа. Как айсберг, верхушка видна, только все думают, что библиотека это выдали книжку или выдали информацию через компьютер, у кого ее дома нет. Фактически мы это делаем. У нас есть информационный центр. То есть можете человек прийти и сказать, при библиотеке есть информационный-тренинговый центр, который вот мы предоставляем компьютеры им для пользования из доступа интернета, или он сам, или мы ему помогаем и так далее. Вы знаете, какой вопрос возникает? Вы заговорили здесь о новотеке, и насколько я помню, может быть, ошибаюсь, подправьте, пожалуйста, и скажите об этом чуть больше. А новотека как проект возник, насколько я понимаю, это на европейские гранты. Нет, это не европейский был, да, это был USAID, это был американский фонд Билла и Мелинды Гейтс. Ага, то есть да? Они во всех странах Европы внедрили, кстати, и в Румынии, и в Болгарии, только у них назывался, не скажу сейчас название как, у нас он Библиомед. Это программа единая национальная, но они в течение 7 лет этот фонд, не скажу точно сумму, но огромные деньги вложили в библиотечную сферу, и они подняли уровень библиотек до современных, модернизированных. Ну, конечно, и обучили библиотекарей. Больше же некому. У нас и наша национальная библиотека, которая методически нас курирует, они что? Они только семинары нам проводили. А здесь тренинги прям такие профессиональные, как вот сейчас, вот, где можно бы с ночевкой 2-3-дневные тренинги обучили быть современными, многогранными библиотекарями. То есть они не только модернизировали, но еще и обучили персонал, скажем так. Тогда, получается, у вас есть ответ на вопрос. Вы знаете, вот я думала, что это европейские фонды финансировали новотеку, вы подправили, что это USAID. Вот сейчас зрители, которые смотрят эту, в том числе, дискуссию, в Гагаузии очень много таких людей, которые осуждающие, скажу так, да, относятся к тому, что какие-то американские либо какие-то европейские деньги приходят сюда, в страну, для решения каких-то таких вопросов. Одновременно вы говорите, вот на протяжении 7 лет мы получили такое серьезное подкрепление, техническое, такое-сякое. Но вот, а что вы отвечаете тем людям, которые говорят, что ну вот вы получали вот эти USAID-овские деньги, это ох, как страшно, ох, как на этом сейчас сделали какие-то политические дивиденды некоторые политики, которые вот на этой волне закрытия этой организации, да, в Молдове говорили о том, что надо всех осудить, кто работал с USAID. Ну,
Не думаю, что вам стоит вот так прямо реально слушать те, которые так критические, но вы задали вопрос, отвечу на него. Мне крайне тяжело, неприятно слышать такие отзывы людей. Да, я тоже читаю в социальных сетях, вот эта тенденция, она есть, и она крайне неправильная. Я категорически к этому отношусь негативно. Это не значит, что осуждаю. Просто эти люди не знают истинную картину вещей. Эти деньги даются для помощи безвозмездно. Условия никто не ставит. Они просто помогают. Они говорят, мы хотим поддержать культуру, образование, садики, школы. Но что в этом плохого, спрашивается. Вот я тоже беседую с людьми, те, которые иногда задают такие вопросы. Таких мало, но есть такие, к сожалению. Но у нас много таких. Но надо разъяснять, я думаю, потому что люди с силу незнания неправильно понимают эти вещи. Я уверена, что неправильно у них сложилась эта картинка. Не всегда то, что дают тебе помощь, просто помощь, она приходит сейчас, большая часть в виде грантов. Просто так никто не дает. Вот возьмите и поправьте ваши садики, сделайте крышу. Дают в виде грантов, и это правильно, это нормально. Сегодня 21 век, как по-другому, если... А вот чтобы разъяснить, вы говорите, надо правильно разъяснять. А вот можно несколькими предложениями разъясните, пожалуйста, если бы этой помощи, новотека, этого всего гранта, проекта не было бы за 7 лет в библиотеках реализовано в Гагаузии и Молдове, в каком состоянии сегодня были бы библиотеки? В плачевном состоянии. Вот программа «Новотека», она закончилась 4 года, по-моему, назад, может 5, так года проходят быстро. И у нас сейчас, поскольку компьютеры еще более-менее работают, они еще не вышли из строя, с модернизацией все в порядке. У нас есть компьютеры, интернет, то есть мы выдаем информацию, но у нас беда с комплектованием. Как не давали деньги на книги, это тоже вторая сторона вопроса. Компьютеризация и книги новые тоже нужны, потому что обновлять фонд надо, другой спрос. Но если это библиотека, да, это библиотека, книги, да. И, к сожалению, мы же на местном финансировании очень маленькие средства выделяются на библиотеки. В частности, я говорю сейчас о комплектовании литературой новой. И если не будет какой-то фонд, вот я все ищу, какие вот проекты, сказали, вот когда-то польский фонд тоже давал на комплектование, ищу варианты, чтобы кому-то подать грант, чтобы помогли нам книгами. Потому что других вариантов нету, кроме как через гранты. Вы знаете... Местные бюджеты, они же маленькие, мы с вами знаем, они ограничены, особенно в бедном положении, ущемленном находится культура, если вы немножечко знаете. На образование еще там, потому что республиканские идут, а культура по остаточному принципу, к сожалению. И, конечно, кто недополучает, это библиотеки. Вы знаете, кто страдает, читатели. Так получилось, что буквально 1,5 года назад, будучи директором музея истории села Авдерма, я посетила все библиотеки Гагаузии. Посетила, потому что мы от имени музея передавали всем библиотекам те книги, которые издал наш музей за последние несколько лет. И, естественно, увидела, в какой ситуации находятся все библиотеки в нашей автономии. Хочу сказать о том, что если это крупное село, и там до недавнего времени работали 2 библиотеки, их объединили, теперь уже работает 1. А если в селах поменьше были 2 библиотеки, сельская и, вернее, сельская взрослая, сельская детская, то их тоже объединили. А в одном населенном пункте вообще была картина, что деятельность библиотеки приостановили. То есть нет финансов на это. А у вас я в одной статье прочитала, что вы оказываете 28 видов услуг. То есть от кого зависит вот эта ситуация в библиотеках? Только ли от государства и от того, что не дополучают библиотеки что-то для своего развития? Или это еще и какой-то внутренний такой аспект присутствует? Обязательно. Без этого невозможно. И внутренний аспект присутствует. Для этого есть, как и в любом деле, вы же знаете, руководители, которые на своем месте, и которые сильные, которые постоянно в поиске чего-то, в движении, инноваций, то. Конечно, там и развивается библиотека. Но вот если сказать, что закрываются, это вот настолько неправильно и незаконно, наверное, потому что легче всего, мы знаем, мы отстаивали некоторые библиотеки нашего района, сложно маленькие села, когда сокращают, но легче всего сократить, они же говорят временно, вот, а потом же не открывают, но никто не думает о жителях села, об этих учениках, о детях, что основа-то, вот мы, к сожалению, большому, вот могу официально заявить, это мое убеждение, возможно, может, не все согласятся с этим, может, даже и осудят, но мы пришли почти к такому уровню общества нашему сложному, скажем, и политически, и экономически, и разных аспектов, только по причине того, что невежество.
с 90-х годов, буквально когда вот мы с вами вот такого возраста наблюдали, когда все ринулись на заработки, типа у нас же не было рабочих мест, и все, и хрен пошел, деньги, 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 воспитывать некогда, читать тем более некогда, а когда мы будем инвестировать в собственное саморазвитие, когда мы будем инвестировать в детей, и получается, что вот это не тот ориентир, наверное, что ли, и это большой промежуток времени, 30 лет. И мы имеем сегодня, пожинаем те плоды, когда очень легко управлять этим народом, этими людьми, манипулировать, которые не могут разобраться, которые вот не зря же сегодня актуально. Все говорят, критическое мышление, развивайте критическое мышление, потому что мы дожили, что даже человек не может критически мыслить, понимаете, это А почему жалко. вы говорите, мы дожили? Жалко. У нас всегда это качество было? Мне нашего- кажется, вот не скажу, что это хорошее время советское, но раньше как-то больше читали, это однозначно. От чтения книг зависит много, потому что в советское время я работала в то время. Да, еще чуть раньше я не застала это время, когда, говорят, очереди стояли, очереди большие за книжкой, чтобы взять, и дети в том числе. Вот многие, когда приходят на наши юбилеи, рассказывают, вот я приходил в библиотеку и ждал в очереди, когда же мне выдадут эту книжку, и я с таким трепетом его брал и бежал домой. Вот такое отношение было к книгам. Я помню, что я ждала литературный журнал, где была «Плаха» роман, и я хотела... Вот, и очередь была, из-под пола его ученица. давали. Вы помните, как это было? По Я ждала, блату. да, А вы я знаете, ждала, я когда помню, дойдет до что меня. у нас здесь покупали книги, их здесь в Молдове можно было приобрести, и отправляли их куда-то в глубинку России, потому что это была такая большая ценность. Да, да. Там купить И не вот сейчас, имели вот, возможности. продолжая этот же, вот, заканчивая свою мысль, и когда человек, он не просто ж не покупал, он читал. В советское время не было, мне кажется, человека, который не знал классиков, не знал произведения Толстого или Пушкина, или Лермонтова, или Некрасова, или так далее, или зарубежную литературу Лондона. Сейчас вот вы меня и поправите. Вот спросите кого-нибудь, кто из учащихся прочитал одного классика. Мы беседуем с ними. Они приходят, мы говорим, возьмите хотя бы критический материал. Не книжка толстая, ладно, вы не прочитаете этот «Война и мир» в 4 томах. Но вот есть у нас сокращенная версия. Нет, мы так в интернете прочитаем. Ну, смотрите, вы же И сами вот. говорите, что все настолько изменилось в нашей жизни, что новые технологии... Но это не подают значит, какие-то- что надо книги не читать. Мы А говорим о другой Что вы сфере. говорите, вот, допустим, в том селе мне сказали о том, что возникает вопрос, а зачем сегодня нужны библиотеки в современном мире? Если нужно прочитать, можно эту книгу легко найти в интернет и найти ее и в сокращении, найти все ее забывают, аудиовариант. что библиотекарь, он еще и навигатор, он еще наставляет, он еще Можно рекомендует. вот да. мысль завершу, и я как раз хотела услышать ваш ответ. Что бы вы ответили таким чиновникам? Говорят о том, что можно послушать эту книгу, можно в поисковике забить интересующий тебя вопрос и найти море информации по этой теме. А сегодня появился искусственный интеллект, так это вообще прекрасно. Он Ну не тогда только надо и найдет... университеты закрыть, они и дипломные теперь пишутся, и что теперь тогда? Это Ну вот, кризис? что Это бы было вы неплохо. ответили таким чиновникам, которые говорят, что библиотеки изжили себя? Я не думаю, что есть такие чиновники, они просто иногда задают вопрос, для чего нужна библиотека. И что вы им отвечаете? Я отвечаю, конечно, очень корректно, сдержанно, хотя очень обидно до глубины души. И я всегда говорю, что библиотека же не только для того, чтобы она была как книгохранилище, и только для того, чтобы выдавать книги. У нас есть и другие культурные мероприятия к знаменательным памятным датам, о продвижении патриотического воспитания, экологического воспитания или по гендерному равенству. это кому-то нужно? Мы проводим все эти мероприятия, стараемся... Конечно, нужно. И приходят, кстати, у нас есть и разные клубы по интересам, очень благодарят, люди говорят, спасибо вам большое. Вот я столько тренингов по медиаграмотности провела, как распознать достоверную и недостоверную. Это тоже актуально сегодня. И люди говорят, боже мой, мы даже не знали, что вот такой источник есть, его надо проверить, вот это стоп-фальш такой. Это надо проводить, это надо объяснять. И не лениться, самое главное. Библиотекари тоже, наверное, разные бывают. Это очень интересно. У нас есть пару фотографий, которые покажут и нашим зрителям одновременно библиотеку, Тренинги, в которой да? вы работаете, да? и тренинги, да. Можем и то, и можем. это. Давайте поговорим о том, вот тренинги, медиаграмотность и развитие критического мышления. Это на самом деле очень важно для общества. И не важно для какого возраста на самом деле, да? Потому что мы оказались в той ситуации, когда лживую информацию можно услышать, я не знаю, там ее можно сделать очень легко, быстро. Да, Можно просто сказать, трудно. а распознать трудно. Можете чуточку рассказать о том, зачем вообще этот проект, как он появился, что он дает и насколько это было интересно сообществу?
Ну, он актуален, вы сами сказали, потому что время такое, что очень сложно распознать достоверную информацию от недостоверной, и большинство людей не знает, как проверять эти источники информации. Мы объясняли, какие сайты заходить, и что нужно 2-3 источника проверить, и какие критерии есть, если она правдивая информация. Даже рассказывали, как писать новостную статью и так далее. Мы проводили такие тренинги разными группами. Последняя была вот для взрослых, домохозяйки, женщины были. Вот именно они таким восторгом восприняли. Боже мой, мы не знали столько нюансов, что можно и фотку вот так переделать, что можно текст и подтекст. То есть мы все эти уже и видео показали, можно да, сделать. И видео. А какого возраста это даже. были люди? А до этого мы проводили для молодежи, для детей, ну, школьников 9-10 класса. То есть периодически проводим такие. И проводили для наших библиотекарей. У нас даже есть фотографии. Вот вы потому что именно библиотекари, они главные, вот у себя в сообществах, в селах, вот, допустим, мы им рассказали, они должны помочь тоже своим жителям, своему сообществу, как распознать эту информацию, потому что на самом деле время сложное в этом плане. С одной стороны, это хорошо, век технологий, век информации. Это действительно уникальное время живем. Мы живем в век информации, когда вот любая информация доступна, но и одновременно она с одной стороны, негативная бывает, с одной стороны, бывает недостоверная, а с второй стороны, еще много негативной информации, от которой тоже детей надо изолировать. Вредная? И вредная, да. Вы знаете, я почему задаю этот вопрос про медиаграмотность, про критическое мышление, как проверить информацию. Ведь сегодня информацию вот из этого источника, гаджета, вернее, потребляют люди разных возрастов, да? Но не все они знают, как можно найти опровержение либо подтверждение этой информации. Да. Люди, скажем, третьего возраста, да, тоже все используют телефоны, находят информацию. А вот мне буквально перед выборами парламентскими позвонила одна моя знакомая, ей больше 70 лет, и она говорит: я вот решила тебе позвонить, узнать, ты журналист, ты точно знаешь. А до выборов оставалось несколько дней. Вот я тут прочитала вот в ТикТоке, она пользуется ТикТоком. Я говорю, у меня нет ТикТока. Она говорит, а вот я прочитала, я хочу спросить, скажи, пожалуйста, это правда, что памятник Штефана Челмари, мол, свалился? Тут прямо перед выборами это такой знак. И вы знаете, я не знала, но это же человек прочитал. А что такое село? Вышли, рассказали соседке. Соседка, посидели еще с кем-то, пообщались. То есть мало того, что ТикТок доносит информацию до всех, так еще в маленьких сообществах люди эту информацию проработали, переработали. И через день надо пойти на выборы. То есть к чему я это? Вот как вы, люди, которые приходили к вам на эти медиатренинги, люди старшего поколения, скажем, да, для них эта информация интересна? Интересно. Как работать, как обрабатывать, как видеть эту информацию, как не ложь уловить в этой информации, как? Она интересна всем, и она еще необходима. Вот в последнее время очень много даже журналистам выделяют через гранты деньги для того, чтобы все-таки доводить эту информацию. И мне кажется, еще спрос будет много лет, потому что так легко люди верят обману. Оказалось, что они легче поверить неправдивой информации, чем правдивой. Вот почему так, я не могу понять, но надо с этим что-то делать. И однозначно журналисты, библиотекари, педагоги, не знаю, еще кто-то должны подключаться для того, чтобы пресечь это, потому что уже, наверное, на самом деле столько много этих фейков, что чересчур много. Надо. И, кстати, я вот, извините, скажу, когда мы проводили даже в Кишиневе, обучались сами, я задала, есть у нас Центр независимой журналистики, да. Директору задала вопрос и сказала: никогда не прекратятся эти фейки, пока не будет законодательства наказывать, а кто же распространяет? Конечно, и СМИ тоже. Пока жестко не будут финансово наказывать эти СМИ, которые публикуют непроверенную, недостоверную или заведомо ложную информацию. Потому что мы объясняем людям, что не всему надо верить, а они опять публикуют, и это нескончаемый процесс. Пока, да, их, по-моему, как-то штрафуют, как-то административно. Как раз хотела сказать, что последний год, но очень мало, мне кажется, раз они до сих пор заваливают фейками. О том, что эта проблема очень важная, и она важна не только для Республики Молдова, но и для всех стран Европейского Союза, и что решение не только мы не можем найти, но пока и Европа, потому что все меняется настолько быстро. Вот эти современные новые технологии позволяют делать такие вещи, которым не готово ни одно государство. Об этом говорила и президент нашей страны буквально на днях в ПАСЕ, когда она говорила о том, что из всех форм гибридной войны
наиболее опасной, а это гибридная война. Это да. Для будущего нашей демократии является манипулирование информацией, Да. усиленное технологиями, непрозрачными алгоритмами и искусственным интеллектом. Если этому не противостоять, те, кто контролирует технологии, все в большей степени будут контролировать то, как люди думают. Да. То есть мы можем прийти к тому, Полностью что человек будет думать о том, что это его собственное мнение, да где-то и происходит уже такое, что он думает о том, что это мое мнение, это я так думаю. И человек не понимает, что ему это мнение навязали. Поэтому мы рекомендуем тоже, когда завершаем эти тренинги, говорим вам, а еще лучше не смотрите новости, пожалуйста. Особенно если пенсионного возраста у людей давление поднимается, начинают ругаться в семье, спорить. Зачем, когда можно просто пообщаться с семьей, поработать с внуками, на чем-то сконцентрироваться позитивном, светлом, добром. Нет, включают они эти новости, и начинают они нервничать, начинают слушать. Поэтому, когда не можешь, мы всегда говорим, если вы уж не умеете распознать, правда это или нет, вы услышали. Не смотрите, лучше, да, действительно не вовлекайтесь, потому что это манипуляция, и вам же от этого хуже, вашему здоровью от этого хуже. Надежда, вы сказали чуть выше о невежестве как о явлении, которое так сложно сказывается на результатах жизни нашего общества, да? А можете раскрыть, что вы имеете? Какая такая смысловая нагрузка вами вкладывается не просто в понятие невежества, понятно, что означает невежество, да? Но как это отражается на жизни страны? Ну, мы видим, как отражается. Видите, как выбирают не тех руководителей, голосуют, верят обещаниям, обманам. Вместо того, чтобы посмотреть по спискам, кто баллотируется, допустим, в депутаты, они голосуют за лозунги, за звездочки, за все остальное. А человек, который грамотный, начитанный, образованный, который сопоставляет информацию, осознанно идет на выборы. Он говорит, я просмотрю, что эта партия предлагает, что это. Я уже устала от этих обещаний, мне нужны реальные результаты. Для этого надо посмотреть конкретно, какие действия тот или иной политик сделал. Вот это означает, что человек не невежественный. А все остальные же. Вот мне же сказали, за него надо голосовать. Что я за него не буду голосовать? Это и есть невежество, я считаю. Нет, не скажу сейчас, что это даже... Но надо всегда по сердцу жить и по чести. То есть мне сказали голосовать, это работает в конечном итоге против того человека, который проголосовал за то, за что ему сказали. То есть надо ко всему подходить путем собственных выводов. Безусловно, да. Внутренних доводов. Как было бы замечательно, если бы у нас работала та формула, о которой говорите вы. Но, к сожалению, мне кажется, что у нас в Гагаузии, я не буду говорить о стране. Я верю, я оптимист. Я думаю, что будет. У нас нет... Надо работать над этим. У нас не сформирована культура изучать те программы, с которыми выступают те или иные люди. Да. Зачастую у людей и программ нет. За ними стоит какой-то голословный лозунг, как вы говорите, и люди идут за этим лозунгом. И меня всегда вот мучает вопрос, а как так получается, что лживой информации доверяют быстрее, и очень трудно убедить в том, что здесь есть подвох. Почему так получается, на ваш взгляд? Не могу ответ дать, я сама задаюсь много раз. Надо еще много книг почитать, чтобы мы с вами все нашли ответ на этот вопрос. Потому что нету этому ответа. Я даже думаю, неужели человек не видит, что вот реально манипуляция, она видна, как он этого не замечает? Я задаю себе этот вопрос, но это должен сам человек ответить себе на этот вопрос. Самый яркий, наверное, пример с Шором и его действиями у нас в Гагаузии и у вас в Тараклии. У вас он появился чуть-чуть раньше, у нас чуточку позже. Давайте проведем параллели. Давайте проведем параллели. Вот эти огромные обещания, которые были даны нашему электорату здесь, вот в Гагаузии, вашим жителям в Тараклии, вам обещали Ниццу, нам обещали край мечты. И вот какие-то выводы... мы знаем, какие выводы и предполагаем сделали в Гагаузии. В Тараклии, может быть, сейчас сделали? на это Вы уверены, все смотрят что сделали? по-другому.
В Гагаузе Сделали нет. выводы? Я в уверена, Гагаузе? не разделю ваши- Нет, я как раз-таки о том, что не сделали. Мне послышалось, сделали. Я была бы очень рада, если бы сделали выводы, потому что любая ситуация, которая приходит в жизнь человека или общества, она не просто так пришла. Мы должны сделать эти выводы и больше не допускать. Очень надеюсь, что сделали выводы или сделают в А будущем. давайте так поконкретнее, допустим, коль мы уже заговорили о каких-то параллелях между Гагаузией и Тараклей, то есть обещан был здесь край мечты, а у вас, повторюсь, Ницца. Елена Федоровна, вам Ниццу Да. обещали. То есть у вас должна была быть Франция полная. Скажите, поскольку мы стали все свидетелями последние, может быть, чуть больше года уже, когда со страны сбегают люди, которые были ярыми сторонниками или, да, сторонниками Шора, скажем, да, и ваш мэр, где сейчас мэр Тараклии? Ну, Он явный сторонник. из социальных сетей, из СМИ, наверное, мы слышали, что он в России. Ну, кто его знает? Он сам лично знает, где он. Как-то и не интересовалась, потому что наша То есть районная... избранное лицо не находится не на находится да, в должности Молдавии. избранной. И он уже сдал свои полномочия. И вот в связи с этим Сейчас вот исполняет обязанности заместитель примара. Конечно, обещания были очень звездные, очень большие. Люди поверили, потому что людям всегда хочется. И я такая же, И я это очень понятно. наивная. Я верю обещаниям. Это не значит, что я за Шора тогда поверила. Но я имею в виду обещаниям иногда, если хочется хорошей жизни людям. Возможно, поэтому и поверили. Но почему те, которые обещают, хотя бы третью часть не делают, и почему с них не спрашивается, это тоже, я думаю, крен в законодательстве. Я думаю, что неплохо было бы ввести какие-то Ну, пункты. как спросить, вот сбежал человек, с кого спрашивать? А что, те, которые остались, обещали и сделали, и с них спрашивают? Они же обещают себе 35 пунктов, из них 3 сделают. А кто с них спрашивает? Вот в смотрите. этом плане, я думаю, надо бы законодательство привести в соответствие. Не выполнил? Ответь перед избирателями в конце своего Но мандата. избиратели не требуют ответа. Это Ну, тоже должно есть. быть, значит, прописано Избиратели. это. Смотрите, я не случайно вот задала вопрос, где мэр. Мэра нет, но так вы знаете из социальных сетей, как вы знаете, так, наверное, и другие жители. Знают, что вот человека нет на этой должности, вот просто избранное лицо просто покидает свою должность, и где-то там потом заявляет, у нас тоже есть такие случаи в Гагаузии, заявляют, что вот меня нет, там у кого-то отпуск, у кого-то еще не знаю что. Избирательно это как реагирует? У вас, Тараклии, есть отряд возмущенных людей, которые говорят, как мы же тебе доверили, как это ты ушел просто так? Мы же тебя выбрали на эту должность, ты же должен нам отвечать. Как ты ушел? Ты нам не анонсировал, не заявил, Нету не таких объяснил. людей. Есть? Нет такое? таких людей. Таких людей нет. Вот это, может быть, и есть главная проблема. Жаль нашего. избирателей, потому что зачастую сами не знают, что именно они вправе спросить у каждого, кого они избирали, депутат это или президент это или мэр, но они не знают об этом и не требуют и не спрашивают. Молча все это проглатывают. Ну, нету. Вот будут выборы, выберем другого. Вот как-то вот Аморфно. патриотизм, что ли. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Я вообще-то не человек политики, никогда не аполитичный, скажем, не задавалась вопросом, почему те, которые даже были в политике рядом с ними, не задают эти вопросы, но... А может быть, потому что наши люди не... То есть предвыборное обещание – это что-то такое, некое шоу, которое разыгрывают, люди доверяют им свои голоса, а потом люди думают, что как-то не они же решают вопросы их жизни. Но, может быть, нет какой-то такой грамотности у избирателей Да, думаю, для что того, да. чтобы понимать, а для чего же? Ведь наша жизнь зависит именно от тех людей, на которые тратятся большие суммы денег для проведения выборов. Потому что мы у себя по Гагаузии знаем, что сейчас сколько, Лен Федоровна, 6 миллионов леев. Почти 6 миллионов леев для того, чтобы провести выборы в Народное собрание. Это Гагаузии. 6 миллионов леев только для того, чтобы провести выборы. А потом на протяжении 4 лет это еще по столько-то миллионов. То есть это получается такая круглая сумма, что если бы мы, избиратели, понимали, что избранные нами лица не довели и не сделали что-то, чтобы наша жизнь стала лучше, это значит, они использовали наши деньги. Это наш бюджет. Да. Вот эти миллионы, 10 миллионов за 4 года. Вот вы сами ответили на этот вопрос. Если бы наши избиратели понимали, они бы, возможно, и спрашивали бы. Но я думаю, что общество должно пробудиться. Не знаю, когда наступит это время, но вот так вот только на кухне обсуждать или за стаканом вина где-то с мужчинами ругать всех и вся, что все непорядочные, все они такие-сякие, это не дело. Нужно объединяться. Это будет или, допустим, может
не скажу слово громкое патриотизм, но есть сейчас, вот, допустим, те же болгаристы, или которые вот краеведы, или еще кто-то, лидеры сообществ, они должны, наверное, объединяться и поднимать эти вопросы. Ну, почему-то вот нету этого. Вы знаете, вы Раньше, чуть выше, в 90-х годах, помните, когда даже ту же автономию создавали, были люди, они ходили, требовались, у них глаза горели, они хотели что-то сделать. А сейчас, по-моему, вы можете назвать все фамилии? замерли, все кто-то ждут, что придет кто-то и сделает за меня. Да никто не придет нам исправлять наши ошибки ни в Гагаузии, ни в Тараклии, пока люди сами не возьмутся, не исправят то, что натворили своим же неправильным голосованием, своим же неправильным выбором или своим молчанием, безразличием, не знаю, как это назвать, но мы должны сами взять ответственность на себя, каждый, вот я должна взять, все, и сказать, что давайте мы будем трезво смотреть на вещи и не верить этим обещаниям и стараться в будущем не наступать на те же грабли, которые... Вот вы говорили о 90-х годах, что вот были люди, имена, которые продвигали Гагаузию. Кого можете назвать? Вот те 90-е годы. Я просто хочу, чтобы вы назвали из тех 90-х, которые тогда Не могу продвигали. сказать. Я же в Гагаузии не живу. Ну, с культурной деятельности кого-то там, конечно, я знаю, Танас Оглу, Карачабан и так далее. Но те, которые как раз отстаивали Гагаузию, я не могу сейчас назвать их. Возможно, и знаю, но сразу... Но мы говорим для наших зрителей, чтобы понимали, Да. в нашей студии гагаузка, родом из Копчака, Всю свою жизнь сознательно. прожила, в Тараклии проживает, да? Да. Давайте здесь прервемся, сделаем небольшую паузу и ответим на наши, вернее, на вопросы людей. Рубрика «Люди говорят, что?». Люди говорят, что... Люди говорят, что они не интересуются политикой. Да, большая часть людей не интересуется политикой, и, возможно, они правы, но я думаю, что пришло время, стоит, наверное, задуматься, почему у нас в стране политический кризис и в Гагаузии. Наверное, потому что люди достойные не хотят интересоваться политикой, не идут туда, но есть такая пословица, она такая вот, и меня тоже она затронула, которая говорит, что если ты не занимаешься политикой, значит политика тобой займется. Вот что мы сегодня и наблюдаем. Мы все вне политики, но тем не менее в политику пошли люди, которые некомпетентны, и она, хоть хотим мы или не хотим, она влияет на нас и отражается. Люди говорят, что гранты ЕС – это бесплатный сыр в мышеловке. Абсолютно с этим не согласна. Гранты, проекты – это спасение для нашей страны и для нашего общества. Не скажу прямо так спасение, но это один из вариантов выхода в решение важных вопросов социальных. Это и ремонт садиков, школ и так далее, и так далее. Их очень много. В последнее время я рада, что инвестируются в эти важные объекты, и уровень жизни наших детей, и учащихся, больниц, школ лучше, и библиотек в том числе, и так далее. Их много, они в разных сферах, и в журналистике очень много проектов. И благодаря этому вот разные проекты, люди могут достоверную информацию услышать. Поэтому очень неправильно это высказывание. Я не понимаю этих людей, которые так думают, это заблуждение. Люди говорят, что деньги ЕС уходят на пустые тренинги, семинары и кофе-брейки. Вы как раз их и проводите. Да, это тоже не совсем так. Это, конечно, они пустые тренинги. Тренинги, они с собой несут всегда значимый посыл, всегда актуальная тема выбирается, и которые приносят пользу. Конечно, безусловно, если тренинг прошел в течение всего дня, там выделяется средства для того, чтобы человека угостить чаем, кофе и пару печений. Почему нет? Это замечательно, это внимание тоже, это забота. Поэтому неправильная формулировка, я с этим не согласна. Люди говорят, что никто не занимается общественными делами, если это не оплачивается. Вы занимаетесь такими делами, которые не оплачиваются? Да, всю жизнь, честно говоря, да. Вот я такой альтруист по жизни. Я много лет занимаюсь проектной деятельностью, потому что я хотела и для библиотеки, но буквально недавно своим подругам даже сказала, мне почему-то, говорю, попадаются такие проекты, которые без финансирования. Вот просто я их внедряю, есть же они без оплаты зарплаты. И никогда на этом не обостряла внимание, просто потому что хочу эту инициативу внедрить и это дело сделать. Никогда
Но не скажу, что я единственная. Есть такие люди, это неправильная формулировка. Есть такие активисты, лидеры сообщества, которые, невзирая на то, что без оплаты, они это делают. Но, к сожалению, их мало. Хотелось бы, чтобы их было больше. Стимул должен быть другой. Стимул здесь не заработать деньги. Деньги мы в других местах можем заработать. Пусть их мало, но каждый по своим потребностям. Но здесь стимул другой. Быть полезным своему обществу и внести что-то полезное. Вот поэтому эти люди, я думаю, что без денег работают. Люди говорят, что очень трудно распознавать дезинформацию. Да, действительно, последние года трудно. Именно поэтому проводится очень много тренингов, семинаров для того, чтобы объяснить людям. Вот и мы в библиотеке проводим, и журналисты очень много проводят. Но, тем не менее, эта проблема еще есть. И сложно, потому что век технологий, когда манипуляция не только идет недостоверная информация, которую преподнес тот или иной журналист, но есть еще и фейковые фотографии, видео и все остальное, которое сегодня с помощью искусственного интеллекта это очень умело делается и очень сложно это распознать. Поэтому надо с этим не то что бороться, не люблю это слово, но обучать людей, как распознавать. То есть не вовлекаться сразу, проверять, перепроверять. И, конечно, те люди, которые публикуют это, больше ответственности должны нести, наверное, и административной, потому что это беда просто. Кругом всюду фейки. Единственное, что хочу отметить, не только журналисты, вы сказали журналисты, но очень много людей, политики просто люди, которые... Да, кстати, и политики умышленно, становятся и политики умышленно, этим грешат, они распространяют дезинформацию. Никогда не понимала таких политиков тоже, к чему это приведет. Но это разрозненность общества только дает, и вот этот сталкивают людей между собой, и начинают те на этих. Это нездоровое общество из-за этого. Жаль, что такое имеет место быть. Разделенное общество дает возможность политикам собрать хороший избирательный урожай тогда, когда проводятся выборы. Поэтому, наверное, надо сомневаться в информации и подвергать ее перепроверке. Я думаю, что вот когда эти тренинги по медиаграмотности проводятся, один из главных акцентов уделяется, чтобы обучить людей критически мыслить. Когда люди научатся критически мыслить, тогда они не будут столь манипулируемы, столь поддаваться этим манипуляциям. Но есть еще над чем работать. Я думаю, каждый человек должен сам. Безусловно. Люди говорят, что чем дальше, тем больше некомпетентных людей у власти. Да, я с этим согласна. Я тоже, к сожалению, это констатирую. Но как оптимист большой по жизни, я очень надеюсь, что амбициозные, грамотные, ответственные люди все-таки переломят в себе вот этот страх политики или нежелание связываться с политикой и пойдут в политику и будут решать вопросы на хорошем уровне. Очень много накопилось вопросов, их надо решать, но нужно решать цивилизованными методами, но не так, то, что происходит сегодня. Манипуляция, лозунги, крики, скандалы, и это вообще не политика, а бог знает что. И последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что президента Молдовы люди любят больше в Европейском Союзе, чем в Молдове. Они не правы. Надо прочитать рейтинг не только в ТикТок, которых я никогда не понимала, или еще где-то, а то, что, безусловно, нашего президента уважает вся Европа, наверное, весь мир, не могу сказать статистику, это честь для нашей страны. Но думаю, что и большинство уверено, что 70-80% граждан Молдовы уважают нашего президента. Вы так думаете? Я уверена в этом. А вот сообщество, в котором вы живете, вы чувствуете, что они... Но мы живем на юге Молдовы. Ну, вы же знаете процент проживания гагаузы, болгары. Мы знаем процент голосования, как голосуют на выборах. И сколько жителей по отношению к Молдове? Вот процент этот возьмите и поймете, почему я говорю, что 70%, наверное, за. Потому что статистика, она есть. Я всегда изучаю статистику. И я вижу в целом, как молдаване, сами коренные жители Молдовы, относятся к президенту с уважением. А вас больше разочаровывают? Вот в последнее время очень активные события происходят в стране, особенно последние, вот после выборов. Да? Вас больше разочаровывает действия президента или радует? Вас как гражданина? Не разочаровывает точно. Ну,
И, наверное, для радости причин нет, но она старается, делает все возможное. Очень много реформ, очень много юриспруденции, там идет законодательная база изменений. В целом о Молдове узнал весь мир, и не только последние 5 лет. Я думаю, что мы должны гордиться, наверное, тем, что, несмотря на то, что это маленькая страна, почти с нулевой экономикой и так далее, нас уважают такие страны, как Германия, Австрия, Франция и так далее. Это все благодаря, наверное, внешней политике. Наверное, 100%. Возможно, она правильная, я так считаю, потому что, если была бы неправильная, нигде бы не принимали, нигде бы не открывали двери. Часто вот такие вот, простите, мысли с вашими комментариями можно прочитать под какими-то постами. Люди, которые работают в государственных каких-то учреждениях, боятся комментировать вещи, которые относятся к политике. Вы не боитесь комментировать? Почему это вам нужно? Зачем? Наверное, боятся чаще всего, потому что боятся попасть под осуждение тех, в чьих структурах они работают. Скажем. Слово «бояться» здесь неуместно. Я бы сказала это по-другому, опасаются. Вот и вы сказали почему. Потому что в социальных сетях есть такие люди, которые, если даже на президента страны такие пишут крайне негативные, это я еще мягко говорю, то очень легко попасть под это, когда тебя в порошок стерут ни за что, ни про что. Вроде бы сделал все хорошо, только всего лишь написал 2 предложения, и ты тут враг народу стал. Вот из-за этого большая часть людей не пишут. Но это не значит, что они так не думают. Но и очень обидно, что как раз пишут и кричат, наверное, громко те, которые мало разбираются в этом. И негативные люди, понимаете? А я все-таки склонна больше к доброте и все надеюсь, что когда-то проснется наше доброе сообщество, добрая половина человечества и скажет: стоп, мы уже не можем дальше допустить, чтобы вот так сильно вытирали ноги о людях, людях чести, скажем, или достоинства. Надежда, они должны сами себя защитить, но пока они как-то замороженно стоят в стороне. Я даже вот удивляюсь, вот я как-то, может, говорила, когда происходят какие-то вещи, даже и в Народном собрании Гагаузии, и еще где бы то ни было, я задаю вопросом, где прогрессивная часть гагаузов, которые молча это все проглатывают, и которых неужели это устраивает? Вот это позорище, вот эти... Что происходит? Вот почему такое отмалчивание? Вот я даже вас, наверное, хочу спросить, что происходит вообще в целом с сознанием людей? Почему интересно этот вопрос нам, Лена Федоровна, по Гагаузии. Как вы думаете, почему люди вот Давайте я вам отвечу, попробую ответить устами, мыслями, вернее, тех людей, с которыми я очень часто в своем каком-то там кругу говорю об этом. Люди не ставят лайки, потому что они работают в образовательной сфере Гагаузии, и они боятся, что потом была такая практика при бывшем Башкане. Если ты лайкнула какие-то там мысли, комментарии, передачи, то тебе за это может прилететь. Просто лайкнула. Это просто лайк, да? Поэтому люди перестали лайкать. При этом люди смотрят все передачи, кто-то пишет в личных сообщениях, да, спасибо большое, вы смелые, вы активны. Вот такая ситуация в Гагаузии. Поэтому мы это с Леной Федоровной, может быть, называем страхом, да? В связи с этим у меня к вам вопрос. Вы достаточно смело говорите, вы продолжаете работать, и столько лет, 35 лет вы работали в государственном учреждении, публичном учреждении. А что подкрепляет вашу смелость? Что чего вы взяли, что я смело говорю? Вы видели мои очень такие резкие посты? Я тоже опасаюсь. Что вы думаете? Вот видите, а вы говорите, нет этого опасения. То есть есть опасения? Я не говорила это никогда. Да, я иногда, когда вот совсем уже вижу, что это неправильно, я корректно высказываю свое мнение. Говорит ли это о том, что нет свободы слова, или не чувствуют, что они могут отстоять свое право? Вот нету свободы. Об этом речь. Свободы слова нет. Несмотря на то, что мы живем в демократическом обществе, кто-то запрещает нам говорить что-либо? Кто запрещает, да, нам писать комментарии, допустим? У нас же нет таких... У нас ситуация так же, как и в Гагаузии. Вы ответили на этот вопрос. Поэтому вы, наверное, плохо знаете. Так теперь, давайте тогда порассуждаем. То получается, что из-за того, что мы живем в таком маленьком сообществе, где каждый друг друга знает, и учителя знают, что они не лайкают какие-то там комментарии, потому что им может прилететь. Люди других по ЖКХ где-то кто-то работает, лесное хозяйство, не знаю еще чего, по такой же причине. В примариях работники тоже по такой же причине. То есть получается, что мы сами, общество, цензурируем себя, а потом мы говорим, у нас нет свободы слова.
А вот она и есть свобода слова. Вы приводили пример, что могут написать некорректные, безответственные какие-то комментарии, могут что-то... Каждый должен понимать, что он несет ответственность за то, что он сказал. Да. Свобода, она не идет сама по себе в обществе, ведь свобода идет вместе с ответственностью. И в связи с этим я хочу перевести наш разговор на ту вашу активность гражданскую. Да, вы сказали, что вам не нравится слово «активизм гражданский», да? Вы больше чувствуете себя лидером сообщества. Это почти то же самое, да. Да, абсолютно, но опять же, я с уважением принимаю ваше такое вот замечание, что вы себя ощущаете как лидер сообщества. Мне даже тоже это больше нравится. Знаете почему? Потому что, как мне кажется, в нашем обществе, мы сейчас говорим о молдавском, о гагаузском, о каком бы ни говорили, проживающих в Тараклии, в Унгенах или где-то, лидеров все равно нет. Их мы мало, нуждаемся... не то, что нет. Они есть, но их мало. Да, их мало, да, это правильно. Давайте так, мы говорим о том, что в нашем вот этом очень узком тараклийском, болгарском, гагаузском, в автономии очень мало лидеров. Поэтому ответ на ваши вопросы, почему молчит прогрессивная часть гагаузского сообщества, потому что лидеров нет. И в связи с этим у меня к вам вопрос, поскольку вы занимаетесь вот этим лидерством, а как вы к этому пришли и почему это должно быть увлекательно для людей занимать лидерскую позицию хотя бы тогда, когда ты как гражданин хочешь высказать то, что ты думаешь относительно власти и относительно ситуации в твоей стране? Знаете, вот прочитаю сразу вот мысль такая, пословица есть такая: лидерами не рождаются, ими становятся. Есть доля правды. Но и одновременно могу сказать, что есть еще гены, которые заложены. А наследственность тоже играет роль. Потому что если даже вот вы преподаватель в школе, вы видите, лидеры, они видны. Мы делали вот тренинг для старших классов по лидерству. Я, по крайней мере, по ораторскому. И эти дети, они видны с детства. Они являются старостами в классе. Они президенты школ сейчас есть. Эти лидеры, они... Но важно их подкреплять и вести, чтобы они дальше вот эти качества свои не потеряли. Да. Поэтому это очень хорошее качество. Очень хорошее качество, но не знаю, почему-то страхи действительно последние года парализовали людей, даже лидеров в большей части. Ну, ответ он есть. Наверное, руководители используют рычаги давления, возможно, что эти лидеры вынуждены где-то быть в тени, не проявлять себя, потому что инициатива наказуема, вы это знаете. И мы это часто видим, и я получаю по шапке часто из-за этого. Какую-то инициативу выдвинул, сделал, внедрил. Обязательно найдется критикан или кто-то скажет, что опять не то. Вот столько вкладываешь энергии, силы и результат, и опять найдутся те, которые... А вас это обезоруживает, обескураживает вас это? Да, по-разному. Я вообще-то очень человек впечатлительный, и, конечно, это расстраивает. А есть люди, которые более, наверное, спокойны. Это расстраивает, потому что столько много хочется сделать хорошего, и делаешь, а тут тебе опять обламывают крылья и говорят: нет, сиди на месте, не рыпайся. И вот, а потом собираешь себе по кусочкам и говоришь: нет, я все равно буду, потому что это внутренний стержень, это внутренняя потребность. То есть там поступает лидер, который генетический лидер. Да? Это внутренняя потребность. Сколько раз я сама себя останавливала, говорила: да не надо тебе это, все, вот, больше не надо. Но невозможно остановить, природа, если это заложено в генах. Один из ваших проектов, который вы реализовали, и, если я не ошибаюсь, действует 1,5 или 2,5 года, это проект, вы создали такую вот ассоциацию женщин и молодежи в Тараклии. И вот хочется услышать, какие реальные результаты почувствовали женщины, там около 70 человек, да, уже входят в вашу организацию. Какие реальные результаты работы, вот, пусть и не маленький, пусть маленький срок, но реальные какие-то, есть уже результаты вашей работы? Да, результатов больших нету, потому что мы подаем проекты разные. Конечно, я пишу для... Разные фонды подаю, но почему-то в последнее время изменилась тенденция, финансируют только большие гранты. У нас организация маленькая, нужно иметь большой бэкграунд, а я подаю там на какие-то небольшие суммы, и, конечно, они выбирают большие. Но не в этом суть. А самое главное, что мы сделали, вот объединили наших женщин. Цель была это: сплотить активных женщин сообщества с разных населенных пунктов, и они изъявили желание, вошли в ряды. Мы посещаем общенациональные форумы, мы посещаем общенациональные тренинги, мы в партнерстве с ФЕМИ Молдовы. Они нас приглашают на разные летние лагеря, тренинги, зимние лагеря организовывала ФЕМИ Молдовы. То есть в большей части сейчас в данный момент мы вкладываем, инвестируем в саморазвитие этих же женщин, обучение и так далее.
Много тренингов мы провели. Проект вот один сейчас недавно, буквально, он еще результат неизвестен. Мы просто как бы первое место заняли, но дальше мы будем его еще финансирование добиваться с бюджетом. Это очень хорошую инициативу наша группа инициативная выдвинула. Хотим в нашем городском парке, у нас когда-то в Тараклии был летний кинотеатр, хотим его воссоздать. Но для этого нужно финансирование, и мы вот эту идею в виде проекта гранта изложили. Будем искать доноров, спонсоров, чтобы они помогли нам. И вот опять-таки пример для сообщества. Мы это делаем же для людей, что этот летний кинотеатр, он не нужен или это нужен горожанам. Конечно, мы будем искать средства у Европейского Союза или еще у кого-то для того, чтобы они помогли людям. Такой банальный вопрос, но если вы это делаете, значит, вам это надо, значит, вы с этого что-то не надо имеете, мне абсолютно это, честно. люди. Могу хоть завтра сказать, ничего не делаю, и ничего не продвинется. Просто хочется для людей это сделать. Ну, вот как раз мы хотим поддерживать таких инициативных людей тоже, которые хотят что-то делать. Потому что в этой студии тоже сидят люди, и за нашими камерами, за нашим режиссерским пультом тоже работают люди, которые хотят, и потому мы объединились в одну команду. Мы тоже хотим усилиями своих знаний, своего опыта что-то делать такое, что могло бы приносить пользу нашему обществу. Вы показали, только что режиссерская показала фотографию. У вас было очень много женщин на этой фотографии. И я хочу спросить, а почему так мало женщин выдвигаются? То есть вот они занимаются изучением того, как стать лидером или как занимать лидерские позиции, да? А почему мало женщин идет, в общем-то, на те должности, которые действительно могли бы через женщин стать, может быть, разумнее, я не знаю, применимо это или нет к должностям, но я хочу сказать, что, может быть, компетентнее были бы функционеры, которые будут представлены и женщинами. Почему? Потому что, мы знаем, женщина в себе несет не менее положительного, и созидательную силу. Чем и женщина по природе своей, Бог создал, так она мудрее. Итак, почему мало женщин идет в политику в том числе? И на должности примаров, не там, могу скажем, сказать советников. У вас есть, а вот женщины, которые с вами вместе, они размышляют? Вы говорите об этом? У нас есть в нашей ассоциации женщины, кажется, 4 человека, может даже 5, которые являются советниками. Угу. А примары есть вот там, допустим, примары? Нету примаров. Да, есть, кстати, да, извините, есть. 3 примара входит в нашу ассоциацию. Но это уже хорошо, но в любом случае юг Молдовы отмечается тем, что здесь очень мало женщин, которые выдвигаются на разные должности. Это тоже тема отдельной дискуссии, можно этому посвятить тоже какой-то... Я думаю, надо индивидуально с этими женщинами беседовать. Были, кстати, такие тренинги, и вот одна из моих подруг, которая после этого тренинга, они были, по-моему, для женщин, которые должны не стесняться и подать свои кандидатуры в совет. Вот перед выборами это было. И она вот искренне говорила, что ей очень много дал этот тренинг. То есть она переломила этот барьер сомневаться, смогу я, надо или надо. Она говорит, я прям уверена была, что мне это надо, и я пошла. Возможно, нужны такие тренинги, где будут шаг за шагом показывать. Вот не просто задавать вопросы, но помогать этим женщинам находить ответы, что ничего в этом плохого. Вы придете, возможно, вы сделаете намного лучше. Поэтому не стесняйтесь. Не то, что не стесняйтесь, не робейте, наверное. Идите и вносите этот созидательный вклад, что изначально Бог дал женщине. Однозначно, и я вижу это не потому, что я женщина или я какая-то феминистка. Я вижу, что женщины-руководители, они ответственнее, что ли, они серьезнее и много вещей хороших делают. По вашей ленте в Фейсбуке я замечала, что вы очень много путешествуете. Да, это мое хобби. Да, но вы знаете, встретить в нашем обществе человека, который много путешествует, чем больше будет таких людей, это будет говорить только о том, что люди меняются, мир меняется, и люди наши, граждане страны тоже меняются, и мир открывает свои двери для всех, и только нужно понимать и принимать, что даже в ситуации сложной жизни в этой стране все равно у нас есть возможность, у тех, кто хочет открывать для себя мир, путешествовать, возможность есть. Как минимум, паспорт гражданина Республики Молдова дает такие возможности. Да? Вот. А мой вопрос к тому, что вы путешествуете, вы видите вот эту... Я вижу, что вы бывали в разных странах, вы отдыхаете с семьей, и вот у меня такой вопрос возник. Люди, когда у нас говорят, мы тоже хотим жить, как в Европе,
есть много таких людей, которые хотят. Евроремонт, кстати, тоже, да? Там Да, что-то от слова такое, евро. которое от слова евро. Да, мы против евроинтеграции, но мы за евроремонт, и мы за чистые улицы, как в Европе, мы за такие условия, Зарплаты, которые... и зарплаты, как в Европе. И Так вот, пенсии. мой вопрос к вам. Ваши вот эти вот путешествия, и что вы для себя выводите? Активность граждан в Европейском Союзе для того, чтобы обустроить свое сообщество, и здесь у нас. Чему нам надо научиться, вернее? Есть ли чему учиться? Да, конечно, есть еще много, чему нам стоит учиться у них. У них просто нужно больше внимательнее, наверное, изучать историю европейских стран или менталитет этих людей, но на самом деле у них есть чему поучиться. Они умеют работать, но умеют и отдыхать. Наши люди зачастую не умеют отдыхать. Это может и не минус для кого-то, это может хорошо, но организму нужно восстанавливаться. Вот что касается меня, я лично, вот когда путешествую, больше люблю активный отдых, чем пассивный, где-то там полежать у песочка. Я вижу эту красоту, эти архитектурные сооружения, эту историю вековую, многовековую. И вот это восхищение, которое я испытываю, и вот эти виды красивые, они меня заряжают. Вот сидя у океана тихого или у моря, и закат, рассвет. Работа сложная у меня, многогранная, активная. И я восстанавливаюсь через путешествие, через вот такие вещи, медитацию и все остальное. Говорят, что, допустим, где-то там можно увидеть что-то красивое. В Молдове нашей Тоже. есть ли на что, вот на ваш взгляд, посмотреть Конечно. в нашей стране? Последние Есть ли чему года удивиться? Молдова преобразилась, так же, как и Гагузия. В Гагузии тоже много есть красивых музеев, достопримечательностей, и в Молдова в целом. И обидно, вот мне кажется, наши гагузы не были бы столь, наверное, недружелюбно относиться к самим молдаванам, если бы они поездили бы и увидели, насколько гостеприимен и сам молдавский народ. Не хуже, чем гагузы. Очень душевный, гостеприимный народ. Красивейшие традиции, обряды. У нас есть много общего. Я, кстати, один из проектов, который внедряла в библиотеке, он назывался «Многокультурное общество, объединенное сообщество». Что-то такое, в общем, про мультикультурализм, где мы продвигали и гагаузскую, и болгарскую, и молдавскую, и украинскую, и ромов всех. Вот буквально в течение 2 лет. Этот проект был такой глобальный, и не только наша библиотека. 5 библиотек были вовлечены. Это Саропская библиотека за ромов отвечала, Рашканы за Как здорово, молдавскую. классный проект. И кто у нас еще был? Рашканы за украинскую культуру, я, соответственно, болгарская культура, и в Гагаузии библиотека. И получается, мы синхронно в течение 2 лет не только писатели, мы культуру, традиции, обряды, мастер-классы, танцы разучивали всех народов. Очень интересный был проект, многогранный. И в чем был плюс? Он действительно очень глубокая миссия, что мы, когда приглашали детей на вот эти тренинги, рассказывая, показывая о ромах, о молдаванах, о их национальной одежде, традициях, дети были прямо удивлены, они не знали, мы же анкеты еще потом составляли, они не знали. Вот именно это сплотит наше общество. Чем больше мы будем знать, чем больше мы будем интересоваться, уважать рядом нацию, которая с нами живет, даже болгары и гагузы, мы 200 с чем-то лет вместе живем, но какая-то неприязнь, может быть, еще сохранилась. Почему? У нас почти все общее, кроме языка. А вам не кажется, что кто-то Кроме искусственно? языка абсолютно почти все общее. У нас даже национальная кухня похожа. Да, но вам не кажется, что кто-то искусственно создает? Ну, например, Конечно. что я имею Политики против разъединяют. Вы же людей? знаете ответ. Но политики Живущих в это те же... Разделяй и властвуй. Никто не отменял. Это главный козырь, который используют все манипуляторы политики. Они на языковом принципе строят вот это все людей. А вот то-то это, то-то Потому что это. легче всего на Легче языковом всего. принципе разъединить. И на да. национальном принципе легче всего разделять. Все это давно все знают. Вы так красиво сейчас рассказали о своем проекте, о разных элементах этого проекта, объединенных такой одной идеей объединить людей разных национальностей. У меня возник вопрос. У вас, может быть, по ходу реализации этого проекта и был ответ на него. А как получилось так, что мы в нашей Молдове такой многогранной, многонациональной, многоликой, почему мы такие разрозненные? Не могу найти ответ. Мне очень нравится наша страна. Ответ дам другой. Я очень люблю страну, где я живу. И вот именно ее многокультурие, она красивая сама в этом многогранности своей. Вот когда мы делаем эти этнокультурные фестивали, вот приезжайте в Тараклию, вы увидите. Ну просто вот
Все палитры цветов, национальные костюмы, Такая яркость, кухня, да? яркость, танцы. Ну, все прекрасно. Вот что мешает нам жить в этой прекрасной стране, которую мы создаем в голове только? Ну, где-то политики, вы сказали сами. Всё, больше не Слушайте, а что мешает? Вот вы чуть выше тоже говорили о том, что вот у нас Молдова тоже очень красивая. Ну вот мы, допустим, обнаруживали недавно с Леной Федоровной, что мы плохо знаем свою страну. Плохо знаем. И это тоже... Мы плохо знаем даже коренную нацию, которая живет, молдаване здесь. Кто они? Носители языка молдавского и румынского. Это тоже сейчас спорный вопрос. Они лучше знают свой язык. Почему мы, гагаузы, должны им диктовать, на каком языке им говорить, спрашивается. Но, опять-таки, изучите историю этого народа, и все станут на свои места. Изучите историю Гагаузии, наших предков, как жили наши предки, какой культурой руководствовались, какие были правила негласные, как себя вести в вы обществе. понимаете, что это ни для кого не интересно, потому что на первый план, вроде как бы на первый план выходят те вопросы, которые интересны политикам. И я бы сказала, у нас тут такая дискуссия, я бы сказала, что больше не политические вопросы, которые касаются Молдовы и Гагаузии, а геополитические вопросы нас разъединяют. Так мне кажется. Да. Сейчас у нас любая, вот как говорят, кухарка с кухни, она знает геополитический вопрос лучше, чем сам министр. И одновременно с этим говорим, что политикой не интересуемся. У нас все эксперты, да. Они лучше знают, почему она поехала в ту страну и там выступает. Они лучше знают, чем все министры взятые. Но вот каждый пусть занимается своими вещами, своими обязанностями. Кто на что учился, как говорят. И беда еще в том, что раньше на политиков учились даже, была политология, если вы помните. А сейчас бизнес весь залез в политику, из-за этого тоже хаос, я считаю. Это тоже один из минусов. Потому что бизнес для чего? Люди бизнеса пошли в политику, чтобы решать свои проблемы. Так или не так? А люди-то думают, что какие аргументы у них другие? Что он пошел жизнь своей семьи сделать лучше, в политику пошел? Да мы все знаем, для чего они идут. Но пока мы не разделим опять политиков и бизнес отдельно, не улучшится эта ситуация, экономический кризис с политической стороны, не улучшится. Вы заговорили о молдавском языке, о румынском языке, что они сами разберутся, какой у них язык. И мне хотелось бы переключиться на гагаузский язык, на болгарский язык. Вы уже 35 на наш лет. С вами родной язык. Да. Вы уже 35 лет живете в Тараклии. Скажите, вот на сегодняшний день болгарский язык в городе, где в основном проживают болгары, на каком уровне находится? Общаются ли на нем на работе, дома, в семье? На каком уровне находится болгарский язык? В магазинах. Мне еще интересно. Я вот наблюдаю, я еще работаю в сфере культуры и фестивалей. И, кроме того, общаемся с людьми, считаю, и мы это видим, и статистику мы знаем. Они и на фестивалях, и на круглых столах, и на конференциях это обсуждается, когда есть национальные культуры дни и так далее. На хорошем уровне болгарский язык, на отличном даже, я бы сказала. Да. Нет такой проблемы, как в Гагаузии с языком. Мне очень жаль, кстати, что вот не знаю по какой причине, почему за столько лет все ухудшалась ситуация с знанием языка. Ну, хотя ответ я знаю, как и вы, но не об этом, наверное. Но в этом тоже, знаете. В Тараклии этот вопрос среди болгар, речь не о Тараклии, сейчас о болгар-бессарабских, в частности о Тараклийском районе. Это центр болгарской культуры. Это, для болгар это действительно честь большая, это хорошо, что есть у нас в Молдове вот такой вот культурный центр. И очень рассчитывают, и вроде бы поручились уверенности, что, возможно, сохранят Тараклийский район, поскольку этнос там живет именно болгарский. 65%, если я не ошибаюсь, или 69% болгарской национальности живут. Ну, конечно, есть и рядом села гагузские и гагаузы. Язык общения межнационального, он русский, конечно, в магазинах, где бы то ни было, но чаще встречается уже болгарскую речь. Вот из года в год все более и более этот болгарский язык продвигается, популяризируется, и люди не стесняются говорить на болгарском. Везде уже говорят на болгарском. У вас не задают вопросы, а зачем нам нужен болгарский? Не задают. Но, к сожалению, у нас такой вопрос поднимается. Я могу поднять и простите, пожалуйста. Ну, вы же были сейчас на фестивале национальных меньшинств. Вы же слышали отчет, вот наши выступали там... Болгары, наши Таракли выступали с университета. Слышала? Они тоже так же говорили, что на самом деле нет у нас проблем с языком. И преподавание болгарского языка в школах на должном уровне. И методисты. С преподаванием у нас тоже на должном уровне. Мы просто говорим о том, что из общения уходит язык. Потому что у нас молодежь не хочет общаться со своими детьми на гагаузском языке.
языке. То есть А в чем подрастает причина? молодое Вот надо, поколение. наверное, изучить причины. Почему. А можно узнать, вот мне интересно стало, допустим, руководитель какой-то публичного учреждения, он на каком языке говорит на своем рабочем месте? На русском? На русском. Мгм. Но иногда и на болгарском, по-разному. Смотря какая встреча, формальная, неформальная. Ну, на русском, конечно. Могут провести какое-то заседание вот на болгарском языке, вот, допустим, там совет? Или вы, Совет допустим, нет. на Совет болгарском? на болгарском нет. Когда, допустим, какие-то праздники, к болгарским праздникам больше. А болгарский университет работает на болгарском языке? Да, ведут да, все конечно. занятия? То есть это вот этот такой центр, который стал таким неким хорошим, как сказать, столпом для формирования более надежной сферы звучания болгарского языка на территории Тараклийского района. Да. Как минимум. Ну и, безусловно, и Твардица. Город очень такой самобытно, скажем, болгарский. Они тоже огромную роль играют в сохранении и традиций, и культуры, и языка. Болгароязычные села. Да, да. У них прямо вот в этом плане еще лучше обстоят дела, сказала бы. Твардицы. Конечно, это не По может не самобытности ранить болгарской, то, что вы да. говорите. Мы рады за болгар, но вот за гагаузов становится немножко... Да. Ну, А вот что вы не по чувствуете, себе. как гагаузка, К сожалению. которая не проживает? К сожалению. У меня есть очень много друзей среди писательской среды, поэты, мы собираемся, они пишут на гагаузском, я не пишу на гагаузском, и когда они прочитают что-то красивое, боже, говорю, как это красиво на языке А вы не пишете оригинала. На гагаузском нет. Они, большая часть из них преподаватели гагаузского языка. И я говорю, Оля, ну как вы не можете достучаться до этих родителей, чтобы они учились? Она говорит, вы даже не представляете, сколько мы с ними беседуем. Ну как переломить этот момент? Она говорит, не знаю пока как. Но я думаю, найдутся какие-то слова, чтобы достучаться до этих родителей, что родной язык, он важен, он нужен. Надо его детей обучить. Да, Скажите, Ольга Кулаксис, наверное, да? Нет, Ольга с Казакли... Ивогла. Ивогла. Ивогла Ольги, да? Ну и давайте чуточку и поговорим о том, вы тоже пишете стихи, вы пишете их на русском, как теперь подтвердили, да? А что это вам дает? Это потому что большая начитанность, работа в библиотеке, 35 лет, это так много, так долго, знание поэтов. Как пришли к стихописанию? Ну, это не сейчас случилось. Я вообще-то с молодости пишу, еще замужем не была. Большая часть людей начинает писать уже, когда они влюблены, когда они романтично настроены. Хотя и сейчас я большой романтик. На протяжении почти всей своей жизни, но из-за того, что у меня график такой активный чересчур, а стихи писать, вы же знаете, нужно вдохновение, нужно умиротворение, нужно что-то такое возвышенное, поэтому редко пишу. Но вот за всю свою деятельность, сколько они собрались, я вот решила собрать и издала сборник. У нас есть, мы можем показать этот сборник тем, кто сейчас нас смотрит, ваш сборник. А кто первый со слушает стихами, да. кто первый слушает ваши стихи, когда рождаются они на свет? Раньше мы собирались в клубе вдохновений, наши творческие поэты, писатели. Вот у нас при библиотеке был. Наверное, я от них тоже заряжалась, потому что когда в творческой среде и когда слушаешь, соответственно, такие красивые, тогда и у себя появляется желание, я бы написала бы на эту тему, наверное. Вот так оно рождается, а потом уже, оттачиваешь. Сначала вот как вы, наверное, поймете, кто-то из вас, наверное, пишет, сначала вот набросал, вот идею общий вот тон, потом уже смотришь по рифме, где красиво, где некрасиво, и она в целом, если еще ее доработать до оригинала, получается неплохо. И я вот сама себя ловила на мысли, когда получается очень красиво, прямо получаю такое удовольствие. Думаю, боже мой, вот это мне больше всего нравится. Хотя очень люблю свою работу, но творчество мне еще больше нравится. Я прочитала о том, что ваши стихи были переведены на английский, на болгарский и даже на гагаузский язык. Оля переводила. Оля переводила, да, как хотела спросить, а кто же перевел? Вам нравятся переводы ваших стихов, как они звучат на гагаузском? Она вообще-то очень профессиональная. Она такая и поэтесса хорошая. И я послушала, когда она прочитала, я говорю, Олечка, прямо замечательно получился перевод. Публиковали в журнале то, что издается из гагаузских писателей, потому что они публикуют только на гагаузском. А я говорю, Оля, ты не могла бы что-то перевести из моего, потому что все время Константин Иванович просит, давайте что-нибудь и вас опубликуем. Вот она перевела, и мы опубликовали. Вообще очень интересно, знаете, конечно,
Ну, понятно, что вы живете давно среди болгарского сообщества. Вы говорите на болгарском? Да. Ну, как на таком литературном языке, не в совершенстве, некоторые ошибки допускаю. Из-за этого, наверное, есть такой барьер, чтобы полностью заговорить. Но абсолютно 100% понимаю болгарскую речь. То есть гагаузка, которая прожила в болгарском сообществе, говорит хорошо на болгарском языке. Таких Ну, не очень много. совсем хорошо, как хотелось бы. У меня нету просто общения. Вот это главный барьер языка, потому что есть на все русском говорят со мной языке? на русском. Абсолютно все. И в семье, кстати, тоже. Если бы А в ваши семье, дети говорят? Если на- в семье свекровь или свекр кто-то говорили, возможно, тоже быстрее бы. А так все абсолютно говорят на русском. А ваши из-за этого. дети на гагаузском, на болгарском говорят? На болгарском говорят. Они же все-таки ходили в школы в Тараклее, да, говорят. На гагаузском нет. Знают мало, наверное, 10%. Элементарные слова только. Тоже сожалею, что их не научила, но у нас в семье по-русски общались и упустили, скажем так. Вы знаете, я всем Знание привожу- языков – это очень важно. Сейчас я жалею, что я детей не научила. Но было бы сложно, потому что мы-то в семье по-русски общаемся, мой муж не понимает гагаузский, и как я детей буду учить гагаузскому. Вот это был барьер. А если я и моим племянникам говорю, оба гагаузы, в чем проблема? Говорите на гагаузском своими. Я тоже продвигаю. Я говорю, да не делайте вы эту ошибку. Как можно свою родную речь научить детей? Я думаю, все родители так должны говорить своим детям. А что вам отвечают ваши племянники, которым вы рекомендуете? Они говорят, мы дома говорим на гагаузском, они слышат. Ну, целенаправленно они не учат, но они говорят. Они говорят, они слышат, они научатся когда-то. Но это тоже неплохо. Они не говорят нет, они говорят, мы говорим между собой. А дети услышат и научатся. Вы часто бываете в Гагаузии, часто приезжаете в гости? Да. Есть ли моменты, которые вас волнуют, тревожат? И есть ли то, что вас радует, когда вы приезжаете сюда? Ну, Гагаузия, скажем, она такая большая, еще и рядышком Копчак, мое родное село, которое 6 километров от Тараклии. Я, конечно, там бываю чаще, очень люблю свое село. Я такой большой патриот. Я, и, кстати, и проекты для села тоже некоторые. Я была раньше председатель ассоциации земляков. Возглавляла в Копчаке. В Копчаке была есть ассоциация, да? Да, да. Я уже когда создала свою женскую организацию, я сказала, я не смогу 2 организации, я передала. Ну, там тоже внедряла несколько проектов и в парке в нашем. Но мне радует то, что Копчак, он прямо разрастается, он обновляется, и красивейший собор строится. И это... Силами сельчан. Вы, если бы были бы в Копчаке, вы увидели, о чем я говорю. Это совсем уникальное село, другое. Оно какое-то вот не потому, что я его люблю, потому что очень созидательное, что ли. Ну, А что составляет основу этой созидательности? Духовность, в Копчаке, я если думаю. это У есть? нас, скажу честно, наверное, 90% люди очень набожные, духовные. В церковь ходят почти все, с семьями, с детьми, молятся. Это тоже одно из главных, наверное. Люди, которые другими ценностями руководствуются, конечно, они по-другому строят свои семьи и все остальное. Но не думаю, что только в этом. Конечно, есть очень много людей, у нас тоже уезжают с семьями, эмиграция есть, в Германию очень многие уехали из Копчака. Но и тем не менее и осталось много. Самая высокая рождаемость, вы знаете, это в Копчаке. И Но село духовники. большое, село очень... Не из-за этого рождаемость по количеству жителей. То есть больше детей рожают копчакцы, это имеется в виду. По 4-5 детей уже, представляете? В наше время это дорогого стоит. Я уважаю этих людей. Но если поискать ответ на вопрос, вот круг проблем, которые сегодня интересуют людей, обычного гражданина, скажем, да, высокие тарифы, низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест. Кто-то считает, что это неудачная власть, неважно уже власть автономии или власть в стране, или и то, скажем, да. И вот куча неурядиц, которые мешают ощущать себя, что у нас страна, в которой можно жить, больше получается у людей или появляется у людей желание, как сказать, возмущаться, не знаю, там, клеймить власть, себя, всех, что это плохо, Молдова ужасная страна, здесь никогда не будет Вот это хорошо. вот, кстати, самый большой бич нашего общества, Так самый большой минус. Да перестаньте уже критиковать, перестаньте уже кого-то обвинять. Мы все ответственны перед тем, что Но если не имеем. критиковать власть, она не сделает то, что нужно избирателям. То есть критика – это нормальное дело в демократическом обществе. Другое дело, что эта критика должна быть конкретная. Критикуешь, предлагай еще. Есть еще Абсолютно. такое. И предлагаете, как вы видите решение этого вопроса. Я не о критике власти. Конечно, она должна быть тоже конструктивная, она не должна быть такая, ну,
Да, надо указывать на ошибки, которые они не сделали, которые они обещали не сделали. Я в целом имею в виду, если по большому счету люди же, в частности, тотально привыкли жаловаться. Ой, у нас все плохо. Да где у нас плохо? Вот просто не зря говорят, гневим Бога. Есть у всех почти по 2 машины. Живут в прекрасных, красивых домах с евроремонтами. Работа есть, стабильность. Самое главное, что у нас есть, это мир. Вот самое главное. Мы его должны ценить, благодарить Бога, что мы живем под мирным небом. Потому что, как оказалось, и, возможно, не дай Господь, конечно, не приведи, что мир, он настолько хрупок и шаток в последнее время. Поэтому вот благодарить у нас есть больше поводов, чем критиковать и жаловаться. Абсолютно больше. Так мой вопрос, я его просто не сформулировала, я перечисляла вот эти, да, чем люди недовольны обычно, да, что нет зарплат, высокие тарифы, нет рабочих мест, т. И поэтому формируется такое мнение, что, ну, ужасная страна Молдова. Да нет. У вас, в ваших глазах, Молдова какая? Вот в завершении, я уже говорила. В завершении этого выпуска прекрасная еще раз, страна, что у которой есть будущее с такими активными людьми, с позитивными людьми, людьми, которые хотят что-то привнести в свое общество. Вообще со всеми людьми, не обязательно, люди разные есть. Есть активные, пассивные, неважно какие. Абсолютно все люди хорошие, но просто нам надо научиться больше благодарить, ценить то, что имеем, и все наладится. Да, у нас экономика слабая, нет рабочих мест. Ну что поделать, что мы в этой стране родились? Но не только в нашей стране. Но не только в нашей стране. Но и очень много предложений. Без, да, важно. Вот это Хорошее. тоже важно. Очень много предложений. Замечание, Работа да. есть, но люди не желают работать на эту зарплату или так далее. Да, Им Елена Федоровна нравится говорит о тех работа. 2 с лишним тысячах вакансий, которые есть как минимум Я в стране, знаю, в Гагаузии. это тоже есть. В конце Они же передачи- привыкли, что им платят 2000 евро в месяц, а здесь за 300 евро он не будет работать или 500. А мы-то работаем. А ваши дети где проживают? Мой сын в Кишиневе, здесь в Молдавии, дочка замужем в другой стране. Ну, каждый выбирает сегодня открытые дороги, где Но они уехали, потому что им не нравится, вернее, она уехала, потому что ей не нравится Молдова? Нет, абсолютно. Она бы здесь училась, она поступила. Они просто выиграли грин-карту и уехали жить в Америку. Молодежь никогда не упустит возможность жить в свободной демократической стране, которая является Америка. Я там была. И там не что? все так плохо, как рисуют все, которые критиканы. Что вы увидели такого хорошего, что хотели бы перенести вот сюда? В нашу Молдову? Демократия, забота о людях и о гражданах, о двух категориях, о детях и пенсионерах. Они защищены 100% со стороны государства. Полностью. А наши люди боятся. А идти наши люди куда-то по боятся европейскому. старости и боятся, что они не прокормят своих детей, если останутся без работы. Вот это стресс. Мы живем в каждодневном стрессе. А у них нет этих стрессов. Живут свободно, радуются жизни. Совсем другой менталитет. Это не будем мы рассказывать. Но, конечно, как и в любой стране, у них тоже есть проблемы. У всех есть проблемы. Но проще И у всех есть и экономические вопросы, конечно, есть и политические конечно. вопросы, и У разногласия. них еще более глобальные проблемы. Вы бы знали, сколько у них беженцев и всего остального. И всех они содержат, пособия платят. И никогда Америка не ноет, что вот мы и Молдову отправили деньги, и Украину отправили. Никогда. А вот в Гагаузии радуются, что USAID закрыли. Как здорово. Кстати, ни один, здорово. наверное, молдаванин, может быть, и не знает, что вот деньги налогоплательщиков Америки идут на вот эти налогоплательщиков Так Америки. деньги Не идут, налогоплательщиков. они идут и на развитие их экономики тоже, но и помочь неразвитым странам. А где что? Наш налогоплательщик не можем свой пенсионный фонд обеспечить, будем мы помогать бедным странам. Совершенно другие. И не понимают, не умеют это ценить. Но чтобы ценить первоначально, наверное, надо понимать, что если помощь приходит, то Да, почему эта надо помощь принимать приходит? ее с благодарностью и говорить, значит, это чьи-то деньги, которые он с удовольствием нам дал, чтобы помочь. Не для того, чтобы нам сделать или взять нас на крючок, или нас чему-то обязать. Просто помочь безвозмездно, бескорыстно, просто поддержать. Так бывает в жизни, когда одни люди хотят помогать другим. Так одни страны хотят помогать другим. Да. Формула очень простая, Да. собственно говоря. Спасибо вам огромное, замечательно, что вы есть были и сегодня. крылья помогают. Вы знаете, мне понравилось, вы сказали сама о себе, что вы романтик по-прежнему. Тогда, Да. когда вы начинали писать стихи, вы были романтиком, и сейчас вы Да. романтик. Нам было видно, какой вы и романтик, и смелый человек одновременно. Принимайте это за комплимент, потому что на самом деле человек, который находит в своем графике время заниматься еще и проектами, привлекать каких-то людей, заниматься саморазвитием. Мне кажется, это то самое, что нужно для наших граждан, для многих-многих. И пожелаем искренне отсюда вам успехов.
В продолжении этого важного гражданского пути, как гражданина Молдовы, а нашим зрителям сегодня проекта «Единомышленники» скажем, друзья, спасибо, что вы были с нами. Если вы досмотрели этот выпуск и не поставили еще лайк, хотите это сделать, сделайте это, пожалуйста. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну и предложите друзьям тоже подписаться на наш канал. Вот такая дискуссия сегодня получилась у нас с Надеждой Тановой. Спасибо еще раз, что вы были с нами. Всем людям тоже хочу сказать благодарность большую вам прежде всего. Всем здоровья, мира и добра. Только доброта и любовь спасет нас всех. Это 100%. И мир над нашей головой, безусловно, да. Друзья, я Екатерина Жекова. И я Елена Карамет. Говорим вам до встречи и ждем вас в следующем выпуске здесь же. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.